это башкирские каникулы. И мы вновь в красавице Уфе, в городе, который можно изучать долго, чем мы сегодня и займемся. Любимые места, а также то, о чем многие из вас даже не догадывались. Планируйте свое путешествие вместе с нами. И приятного просмотра. Задача наших каникул – создать личный авторский тур по самым живописным местам Башкортостана. Ну, очень классно. И нам важно выяснить, сколько денег на это потребуется. Это невероятно! Ведущие программы Дима и Альбина выясняют, кто из них потратит на путешествие меньше. И отдохнувший на большую сумму должен будет выполнить задание более экономного. Смотрите, наслаждайтесь, узнавайте республику вместе с нами. Итак, наши каникулы начинаются. Уфа является одним из самых протяженных городов в России. И красивое здесь можно обнаружить абсолютно везде, причем особо не напрягаясь. Но в этот раз мы решили прогуляться по той части города, которую считают культурным, историческим, образовательным центром города. Уютная Софьюшкина аллея. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградной, и на тенистой улице я постою в тени. Излюбленное место для обеденных, вечерних или прогулок выходного дня – прекрасная Софьюшкина аллея. Вообще то, что мы называем центром города, географически вообще не центр, но высокая концентрация работ скульпторов, красивые строения 19 и 20 веков, уютные улочки предполагают, что мы именно в центре, где, конечно же, нужно много и долго гулять, изучать детали. Башкирские легенды также нашли отражение в архитектуре города. Прекрасный фонтан «Семь девушек», например, невероятно красив, величественен, но при этом рядом с застывшими барышнями как-то спокойно и уютно. Но продолжим свое мини-путешествие по центру Уфы. Безусловно, самым модным, насыщенным, красивыми локациями и большим количеством людей местом в городе является пространство «Арт-Квадрат». Вот уж где грамотно соединили красивую старину и новые концептуальные пространства. Уникальное городское пространство «Арт-Квадрат», образованное квадратом 4 улиц Ленина, Коммунистической, Чернышевского и Мустая Карима. Внутри ансамбль потрясающих архитектурных строений середины 19 века постройки и начала 20-го. Сейчас здесь огромное количество ресторанов, торговый центр, шоурумы. Чего только здесь нету, достаточно посмотреть на этот уютный амфитеатр. Будете в Уфе, обязательно посетите. Глаза разбегаются. Несмотря на изобилие симпатичных вывесок, оригинальных строений и масштабов, нет так называемого визуального шума. Как этого добились, непонятно, но руку авторам жму. Однако пора оттрапезничать, здесь с этим проблем точно нет. Вообще, «Арт-Квадрат» чем-то напоминает мне Вавилон в центре Уфы. Ну а что? Разноголосие культур, люди разных возрастов, разных, очевидно, кулинарных предпочтений. И вот сегодня я выбрал себе блюдо грузинской кухни. Здесь салатик, хинкальки, хачапури по-аджарски. Очень вкусно. Жареные баклажанчики.
Так, ребят, какую хинкальку съесть? С говядиной или том-ям? Какая разница? Съем оба. Ну, ребят, ну это очень вкусно. Я обожаю грузинскую кухню. Водные прогулки вдоль нашей столицы Уфы начинаются здесь, на новой набережной. Но на свой теплоход «Чайка» я, к сожалению, не успеваю. Буду искать для себя более быстрый и маневренный транспорт. Да, 7 одного не ждут. Но ничего, я вижу еще один вид транспорта. Опоздали? Ну да. Допоздна-то не догоним. Опять поикатаем. Ну хотя бы по маршруту. Давайте. Супер, спасибо. Так. Ну как я сюда? Это прямо субботний. Класс. Столица Республики Башкортостан – город Уфа, который со всех сторон обвивают реки Белая и Уфа. И водная прогулка дает возможность взглянуть на любимый город под другим углом. Олег, мне кажется, вот когда ты плывешь по Белой, Уфа, она особенно красивая. Ну, с воды, конечно, она по-другому смотрится. Совершенно другой город. И тем более здесь, именно в этом месте, это старая Уфа. И вот эти здания, и вот эти все постройки, мечеть, это все-таки с улицы этого всего можешь не увидеть. А вот с воды, конечно, намного все интереснее. А у вас есть любимое место, которое вы проплываете, катаясь по Белой? Ну, это где Уфимка впадает в Белую, там такое, как сказать, именно Интересно. интересное место, которое хочется там бывать, так скажем. Покажете? Конечно. Белая река, воспетая поэтами, одна из главных рек Башкортостана, известна своими красотами, привлекающими многочисленных туристов. Она протекает практически по всей территории нашей республики и любима всеми ее жителями. Это место, где Уфимка впадает в Белую. Вот Уфимка. Это Уфимка, вот это Белая, да. Вы знаете, она как будто не впадает, они как будто бы Ну, объединяются сливаются, да, равнозначно. так можно сказать. Но я говорю, кто как говорит, кто говорит, что Уфимка впадает в Белую, кто говорит, что Белая впадает в Уфимку. Ну, это вечные споры, как лыжника и сноубордиста. В общем, это то самое место. Да. Уфа очень зеленый город, вообще, здесь разобраться. Если вот просто не брать набережную, а если ехать просто вокруг Уфы, начиная, допустим, с того места, где мы стартанули, то мне не поймешь, что это город. Заросли такие, как в лесу. Хорошо. Как-то так. Супер. Двигаясь по реке, на мгновение забываешь о том, что огибаешь город-миллионник. О нем напоминают лишь виды прибрежных микрорайонов и высотные дома. А это Восточный выезд. Крупный объект, сдача в эксплуатацию которого ожидается совсем скоро. Продолжаем изучать прекрасный арт-квадрат. Здесь, куда ни загляни, обнаружишь что-либо удивительное. Внезапно вашего покорного слугу потянуло на творчество, а иначе и быть не могло, ведь столько красивого вокруг.
Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Ксения. Ксения, у вас очень уютно. Спасибо. Что это за пространство такое творческое? Это студия рисования для детей и взрослых. Здесь мы проводим занятия художественными материалами профессиональными, проводим мастер-классы, обучаем маленьких детей с 4-летнего возраста. А больших 35-летних? Тоже обучаем. Угу. Слушайте, ну я вам скажу, что у меня абсолютно нулевой талант в этом деле. Это ничего страшного. Мы обучаем людей с нулевым абсолютно незнанием в художественном ремесле ничего, но у них отлично получаются работы. А мы можем попробовать? Да, сегодня отличная погода, можем порисовать на улице. Я обожаю рисовать на улице, хоть никогда этого не делал. Давайте попробуем. Попробуем. Однако сразу приготовлю дорогого зрителя к тому, что ждать произведения искусства от меня не следует. Сейчас мы нарисуем картину на холсте «Этюд арт-квадрата». У нас есть с вами масляные краски, которыми мы Так. будем рисовать нашу картину. Кисточка. Это прям настоящий холст, подождите. Да, это настоящий холст, он уже загрунтован, то есть он уже подготовлен к работе. Растворитель, масляные краски и кисть. Сейчас нам нужно будет набросать композицию. Композиция – это расположение предметов и зданий в непосредственно нашем холсте. То есть мы нарисуем пианино, здание арт-квадрата и приступим уже в цвете. Слушай, я не нарисую этого всего. Я вам помогу. Давайте, хорошо, что делать нужно? Нам нужно кисточку макнуть в растворитель Так. и набрать темный цвет. Темный цвет. Да. Начинаем с линии горизонта, да, то есть По это центру холста? чуть ниже центра холста. Так. Далее мы начинаем намечать гору, да, именно то, что трава у нас Вот здесь вот примерно, имеется. да? Да. Ага. Вот. И ставим скамью. Скамью мы не вырисовываем, рисуем параллельными линиями, чуть под наклоном, да, под углом. Так, ну это же чуть вот ниже, да, здесь? Да, Ага. Так? да, можно немного подлиннее. Да, примерно до этого уровня. Ничего себе. Слушайте, а у вас бывали случаи, Ксюш, когда абсолютно бесталанные люди что-то создавали своими руками? Конечно, половина работ, которые висят у нас в студии, это работа наших учеников, которые не умели рисовать, впоследствии продают сейчас свои работы в нашей студии. Но у меня даже прямые линии, они какие-то непрямые. Но при помощи цветных красок и мастихина, когда мы будем с вами рисовать, мы скроем все недочеты, и работа будет, Ну, то есть грубо вы говоря, имеете в 3D. виду, что вы докрасите эту картину, просто она будет хорошей. Конечно. Цвет и композиция решают многое. Так, а сколько таких полос нужно? Мне кажется, Все достаточно. Я думаю, что еще можно выше горизонта нарисовать 2 линии, и будет достаточно. Слушайте, ну получается вообще какое-то поле и... Да. и Эти этюд. линии нам нужно сейчас будет соединить. Все, я вас понял. Вот это без проблем. Так, это продолжим. В целом неплохо получается, как вы думаете? Только не врите, Ксюш. Да, все отлично. Единственное, что нам не хватает, конечно, окон и дверей в нашем втором здании, да? Но А- слишком пустое и скучно получается. Ксюш, ну вы знаете, мне кажется, у меня совсем не получилось. Мне кажется, у вас получилось отлично. Плохо, ребята, откровенно плохо. Плохо. А может и хорошо, кто знает. Мне кажется, Айвазовский тоже так стоял и думал, не, ну плохо, а к нему подошли и сказали, это гениально. Ксюша, спасибо вам большое. Пожалуйста. Вы сделали из меня, ну, в какой-то степени творца. Сейчас домой приеду, нарисую забор соседа. Пусть он хотя бы на холсте будет красивым.
Конечный пункт нашей водной прогулки – микрорайон Сипайлово. Здесь есть совершенно новый, красивый парк Кашкадан, который является центром притяжения всех горожан. Туда-то мы и отправимся. Кашкадан нынче одно из любимейших мест уфимцев и гостей столицы. Красивый и зеленый парк с озером и фонтаном – лучшее место для отдыха и развлечений. Здесь гуляют с детьми, назначают свидания. И здесь постоянно проходят различные фестивали, праздники и спортивные события. Здесь весело и умиротворяюще спокойно одновременно. Свой островок безмятежности посреди шумного города. Парк реконструирован совсем недавно, но уже никто и вспоминать не хочет, что здесь было ранее. Кстати, на качели здесь очередь, и мне просто повезло. Волшебное место Кашкадан. Здесь можно гулять, любоваться, заниматься спортом с видом почти на море, с почти белым песком. Раз, 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 два. Сидя здесь, на таком шикарном песке на берегу Кашкадана, можно помедитировать, поразмышлять о жизни. Ну, я не знаю, планы в конце концов построить на будущую неделю. Ну, потому что отдых располагает. И утки располагают к общению, между прочим. Смотри, 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 как они дерутся. Это хлебушка принесли. Атмосфера тут классная, кофе вкусный, виды радуют глаз. Смотрите, какой фонтан, почти как в Дубае. Ну а если вы притомились от пешей прогулки, то предлагается вот такой вот вид транспорта, на котором можно объехать весь Кашкадан и посмотреть то, что мы еще не успели посмотреть. Вау, полетели, полетели, полетели! Ну как? Тебе нравится? И мне нравится. Ну что, погнали? Погнали! Продуманная инфраструктура, удобные дорожки и места для отдыха. Хороший вариант для времяпрепровождения. Ну что, друзья, шикарная кардионагрузка. Провести время с пользой, лицезреть озеро, крутить педали, глубоко вдыхать свежий сипайловский воздух. Чем вам не досуг? Отличное место для путешествий. Запишите себе пункт. Ну, когда будете планировать свои башкирские каникулы? Пройдите несколько сот метров от Уфимского телецентра, и вы обнаружите абсолютно удивительную улицу под названием Трактовая. Заложена была еще в 1824 году к приезду победоносного Александра I. Практически не изменившаяся. Все вокруг менялось, застраивалось, перестраивалось, а улица осталась такой, какая она и была почти 200 лет назад. Объект культурного наследия, и вот она, историческая, деревенская, потрясающая Уфа. Одна из старейших улиц города, безусловно, обладает особым шармом. Здесь даже в воздухе витает приятный уфимцу запах старины. И все эти картины, которые позволяют покинуть большой город, совсем его не покидают. Волшебные, очень теплые ощущения.
Теплый предзакатный вечер располагал к прогулке по набережной дорогой сердцу жителя Башкортостана, реки Белой, воспетой поэтами и музыкантами, изображенной на 1000 холстов художников. Уфимский полуостров – явление уникальное. Высокие холмы, на которых расстелился город, обладают важной особенностью. Город видно задолго до собственных границ. И обо всем этом думаешь, прогуливаясь по любимой набережной, которая с каждым годом все краше. Поющие фонтаны на озере Кашкадан. Они напоминают то бутоны цветов, то опадающие листья. И все это под музыку наших башкирских композиторов. Все действо завораживающее. И даже на минутку забываешь о том, что ты находишься в Уфе. Что, уставшая после прогулки, я готова вам показать, где сегодня буду ночевать. Президент-отель, двухкомнатный номер люкс. Очень приятная, красивая гостиная. Все в таких выдержанных, строгих тонах. Ванная комната. И та-дам! Кровать, на которой я буду отдыхать. Всем приятных снов. Увидимся завтра. Всем привет! Показываю свой номер в отеле Уфа Hilton Garden Inn Уфа Riverside. Непростой номер, но давайте начнем с санузла. Я аккуратист, сторонник всего лаконичного и четкого, поэтому ванная сразу да. Дальше. Телевизор и рабочая зона. Ну, давайте назовем это chill-out зоной. И вот такая большая кровать. Кресло с томайкой. Короче говоря, кайф. Ну и там ночная Уфа. Алло. Привет, Альбин. Ну как тебе отдых в Уфе? Привет. Ты знаешь, я получила истинное удовольствие. Уфа прекрасна, как и мои каникулы. Ну это очевидно. Ты еще моими тропами не ходила. По легендарными. Ну, артист. Добрых снов тебе. И тебе спокойной ночи. Второй день своих уфимских каникул я решил провести в северной части города Уфа. Это аллея имени дважды Героя Советского Союза, летчика аса Мусы Гайсиновича Гареева. Сама аллея изобилует отсылками к авиации. Ну, чего стоит хотя бы вот этот большой деревянный макет легендарного штурмовика Ил-2, на котором когда-то летал Муса Гайсинович. А вообще место располагает к неспешным прогулкам. Можно посидеть на удобных скамейках, покататься на качельках. Милости просим. С учетом того, что сейчас, и это не может не радовать, в тренде пешие прогулки, радуюсь появлению обновленных пешеходных зон. И этим утром ходьбы будет много. Сквер имени Мусы Гареева – место аккуратное и благоустроенное.
Качельки, скамейки и летчицкий дух делают посещение небольшого сквера приятным, а бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза – прекрасная иллюстрация высокой оценки подвига советского солдата современным жителям Уфы. Отсюда, от аллеи, мы отправляемся к еще одной удивительной локации, с которой открывается потрясающий вид на Уфимское изобилие. Висячий камень, жди нас. Чудесно жить в городе, который по праву считают одним из самых зеленых в стране. Причем прогулки в лесу у Висячего камня хороши как раз обилием старого леса, который, к счастью, доступен абсолютно каждому. Грамотно высаженные аллеи, небольшое количество отдыхающих – все делает прогулки легкими. И хорошо здесь в любое время года, но особенно осенью. Висячий камень – прекрасное место, о котором много кто слышал, но мало кто добирался. Это такой отвесный утес, с которого открывается вид на реку Белую и потрясающую панораму на Уфимское изобилие. Путь невероятно живописный, свежо и, так знаете, по-лесному так приятно дышится. Пройдемте. Многие поколения уфимцев справедливо считают эти места одной из достопримечательностей города. Причем сам путь от известной улицы Блюхера до цели нашего путешествия занимает буквально 25 минут ходьбы со средним темпом. Уфа, конечно, удивительна в том плане, что ее видно за много десятков километров. И не зря этот город называют городом на 7 холмах. Причем с каждого из этих холмов открывается потрясающая панорама. Или на Уфимское изобилие, или на Уфимское Зауфимье, или на другую природную красоту. Сегодня, как мы и обещали, Висячий камень. Святые угодники. Ну, это какая-то непередаваемая красота, друзья. Это просто фантастика. Я всегда говорил и буду говорить, что у Уфы просто нет конкурентов в деле вот таких видов. Господи, как страшно-то. Белая Уфа. Забили, у меня голова кружится и ноги подкашиваются от красоты, от страха. Вот такой он наш город. Милости просим на Висячий камень. Да, это он. Он висит и висит очень страшно. Но я должен это сделать. Хе-хе-хе! Прогуливаясь по красавице Уфе, можно посетить не только традиционные места для посещения, но и что-нибудь интересное. Например, ипподром Акбузат. Интересно, здесь обитают исключительно башкирские породы лошадей или есть что-то экзотическое? Проверим. Ипподром Акбузат – место зрелищных событий, о которых мало кто из вас задумывается. Здесь вся культура и правила заботы о самых умных, на мой взгляд, друзьях человека. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ищу Настю. Здравствуйте, я Настя. Настя, это вы. Очень приятно. Настя, ну я вот хотела посмотреть, как живут лошади, как вообще устроена и организована деятельность ипподрома. Покажете? Конечно. Ой, а вы ее чешете, моете? Да, он после тренировки пришел, мы его зачищаем, чтобы у него шерсть всегда была в красивом виде. Настя, это же башкирская лошадь, Это да? башкирская лошадь. Ну, такую-то мы видели не раз на просторах нашей республики. Так, а здесь кто живет?
Это август. Август. Давайте мы возьмем морковки. У меня уже есть морковка. Есть Я морковка? подготовилась. Отлично. Август. Его зовут Август, это орловский рысак. Только он вот Ой, привет. сразу вас попросил еды. Держи. Ты любишь морковку? Ой, ты. Давай еще другую ножку. Ну нет, эту ты давал уже. Давай Вторую. другую. Август, давай. Ой. Скажи, я за морковку готов что угодно вам Это показать. реверанс, да, Август? Иди сюда. Настя, я могу чем-то помочь, что-то Да, мы сейчас выведем в коридор лошадь, поставим ее на развязке и будем вместе чистить, если вы не боитесь испачкаться. Нет, испачкаться нет. Главное, чтобы дискомфорта не доставить в Бонапарт. Нет, нет, сейчас я вас научу. Тогда куда идем? Сейчас мы поставим его на развязке. Нужно пристегнуть за боковое кольцо. Вот, видите боковое кольцо? Да. Ну ты позволишь? Готовить лошадей – целый ритуал. Очистить от пыли, вычесать щеткой, побрызгать кондиционером, ну и нарядить. Слушайте, ну сколько тут застежек? Застежек много, но это кажется сначала сложным, потом, когда ты делаешь это постоянно, уже это Ты на все равно автомате делаешь происходит. это минут 30. Ну да. Теперь мы готовы пойти и попробовать поесть, только для начала, я думаю, нам нужно переодеться. Хорошо, мы переоденемся. Но, Настя, вы же меня научите правильно садиться на такую высокую Конечно. лошадь? Конечно. Все, вперед. Ипподром Акбузат назван в честь крылатого коня Урал-Батыра. И на ипподроме можно не только смотреть скачки, но и обучаться верховой езде. Настя, ну я должна сказать, что у вас невероятно удобное седло. Это седло используется для выездки. Очень То есть комфортно. оно отличается от конкурного, от прогулочного. У него более длинные крылья, более глубокая посадка для того, чтобы команды всадника были более понятны для лошади, то есть и более быстрыми. Мне кажется, ипподром – это такой маленький мир, в котором Да? вроде бы ты находишься в центре города, но Но совсем при этом, по-другому. да. Тут спокойно. Остров безмятежности, вот как бы я его назвала. Да. Мне кажется, когда попадаешь сюда, и время, и проблемы какие-то, они остаются за воротами этого Абсолютно прекрасного верно. ипподрома. Ну и плюс того, что у нас можно заниматься в любую погоду. То есть у нас есть комфортабельный теплый манеж, в котором мы можем заниматься и в дождливую погоду, и зимой, и в жаркую погоду. И берете вы всех желающих, и взрослых, и маленьких. Да, и детей, и взрослых. Каждый может стать любителем этих прекрасных животных. Так быстро завершилась наша прогулка, Настя. Это нормально, что мне не хочется с нее слезать? Да. Прям очень такая приятная. Мы будем ждать вас снова. Я обязательно приду. Спасибо вам огромное за эту прогулку. Эмоции такие приятные. Все умиротворяет, расслабляет и настраивает только на позитивный лад. Спасибо. И тебе спасибо, хорошка ты мой. Альбин, смотри, какое классное место. Это же сквер Даяна Мурзина. Да, красивое место, красивый газон, цветочки яркие, красивые. Потрясающе, я с тобой полностью согласен. Ну как отдохнул уже, расскажи. Отдохнула шикарно. Я составила оригинальный водно-конный тур по Уфе. Потрясающе. У меня все гораздо проще. У меня был такой примитивно-пешеходный тур по Уфе. И вот важно, во сколько тебе твой тур обошелся? Я потратила 19 190 рублей. 7900, как говорится, отдохнул и сэкономил. Альбин, газон, говоришь, да? Да, газон тут классный. Слушай, я тут недавно землю вспахал у себя в огороде, и газон хочу посадить, а не знаю как. И? Ну ты, девчонка деревенская, наверняка умеешь все это делать. В деревне газон не сажают, Дима. А мы и не в деревне будем сажать. Ну ладно, помогу тебе. Это были башкирские каникулы. Пока-пока.